Добрый день. В эфире передача «Дискуссия». Сегодня мы продолжим обсуждать тему «Стамбульская конвенция». И поговорим мы об этом с гостями в студии АТВ Светланой Мироновой, начальник представительства Офиса народного адвоката Гагаузии, с Еленой Савиной, директор Национального института женщин равноправия, и Евгений Брик, доктор наук, специалист и эксперт по правам человека, социологии, межэтническим отношениям, истории. Вот Елена сказала, что вы проводили для сотрудников полиции тренинги, да? Поделитесь мнением, ваше впечатление, как они проходили. Для нас, я сказала, что это прежде всего возможность получить обратный взгляд, то есть с другой стороны, именно с точки зрения правоприменителя. Почему? Потому что теория одно, а как работает закон, та же конвенция на практике, это совершенно другое. То есть, когда ты разговариваешь с реальными вовлеченными сторонами в проблему насилия в семье, ты понимаешь комплексно, где еще необходимо что сделать для того, чтобы изменить подход. Ну, в частности, допустим, одна из таких точек зрения. Смотрите, да, у нас, вот мы говорим сейчас о вовлеченности общества, но буквально маленький момент, который был нами выявлен, скажем так, по ходу, это то, что да, у полиции, например, есть 24 часа всего лишь для того, чтобы оценить степень риска и предпринять определенные меры, то в отношении того, как быстро собираются многодисциплинарные группы, как быстро будет реагировать тот же примар, допустим, местное сообщество, на эту проблему пока этой точной информации нет. То есть с нашей точки зрения необходимо введение сроков активности, скажем так, не только для полиции, но и в том числе для многодисциплинарных групп, что они, допустим, в течение, например, полиция 24 часа, в течение 72 часов, например, должны отреагировать на этот выявленный случай и попытаться разрешить проблему непосредственно на месте. То есть об этом будем говорить. Конечно, посмотрите, за это время был налажен межминистерский комитет, например, на уровне правительства, куда входят в том числе и представители нашего офиса народного адвоката. То есть вот такие встречи на межминистерском уровне, на нашем уровне непосредственно многодисциплинарной группы, они позволяют наладить сотрудничество, то есть, как мы говорим, личное общение, оно иногда более результативно. Почему? Потому что ты вовлечен в эту проблему, ты за это отвечаешь. То есть каждый, независимо от того, что он представляет разные структуры власти, тем не менее он наделен полномочием разрешать конкретный случай с конкретной жертвой, с конкретным агрессором. Поэтому эта работа будет активизироваться. А другие моменты, вот то, что действительно мы обсуждали с сотрудниками полиции, это действительно оказание социальной помощи агрессорам. Почему? Потому что те же сотрудники полиции переживают и отвечают, я бы сказала так, за всех, в том числе, да. Почему? Потому что, не дай бог, что произойдет с этим агрессором, пока он будет скитаться ночью по морозу. Естественно, что это тоже человек. Нам необходимо продумать комплекс мероприятий для того, чтобы действительно с ним происходили положительные изменения. Иной раз достаточно и одного раза, скажем так, одного внушения для того, чтобы мозги встали на место. Может быть, выскажу такую точку зрения. Поэтому, да, некоторые, скажем так, те же представители министерства, те же, допустим, не буду сейчас конкретно называть, он сам виноват, поэтому нечего было лезть, нечего было поднимать руку, например, но перед нами, еще раз повторяю, что человек. То есть необходимо сделать так, чтобы либо, если это возможно, наладить жизнь в этой семье, либо уже в зависимости от ситуации каждый получает определенную информацию, прежде всего информацию, и принимает решение уже самостоятельно. Но не забываем, что в случае, скажем так, причинения тяжких телесных повреждений и так далее, тут полиция уже самостоятельно может довести всю процедуру привлечения к уголовной ответственности до конца. В случае уклонения, злостного уклонения агрессора от тех мер защиты, которые были предусмотрены судебной инстанцией, следовательно, есть возможность переквалифицировать его поведение в уголовное преступление. Почему? Потому что им не исполняется решение суда.
Следовательно, он вплоть до лишения свободы у него. Так что стоит, скажем так, подумать, какой выбор у тебя может быть в результате твоего, какой результат твоего поведения, скажем так, будет. Евгений Павлович, вы тоже много тренингов проводите с молодыми лидерами на тему Стамбульской конвенции. Скажите, как молодые люди воспринимают этот документ? Это очень интересный вопрос. Дело в том, что на сегодняшний день не все молодые люди знают об этом документе. Вообще на сегодняшний день, если спросить, вот выйдите на улицы Камрата, если из 10 человек 2 человека скажут, что не знают про Стамбульскую конвенцию, это очень много. И для них эта информация поэтому очень ценна. Они узнают свои права. Вот то, что рассказывала Светлана Евгеньевна, что на сегодняшний день появились права, которые должны быть. И я вижу по глазам этих людей, я говорю, люблю лекции, потому что мне надо видеть глаза людей, которые это слушают. Я вижу, насколько это им интересно, потому что они подходят, когда лекция закончена или во время перерыва. Понимаете, сегодня многие боятся, и я поэтому сказал, что это очень ценный пункт Стамбульской конвенции — конфиденциальность. Они боятся, чтобы об этом знали. И они подходят, они спрашивают, их это интересует, они хотят найти какой-то выход. Потому что на сегодняшний день сделан этот первый шаг, это уже очень много. И те люди, которые слушают, давайте скажем так, что если мы говорим о Стамбульской конвенции и о том, что она принесет республике, те огромные положительные моменты, я говорю, что на это надо 5 или 10 лет. Я бы даже назвал 10 лет. Почему говорю 10, не 100, не 20? Потому что должно появиться поколение, ведь каждый раз сотни людей слушают нас, благодаря тому, что мы занимаемся этим вопросом и будем продолжать им заниматься. Огромное количество людей, молодежи, молодых лидеров слушают нас, читают наши буклеты, понимают, что все это появилось и все это действует. Должно появиться поколение, для которого это естественно. Да, в некоторых странах это есть, не охватывает 100%. Но я говорю с молодежью, нет вопросов, ни конвенции, насилия, просто с друзьями из других стран. Они просто считают, что ребенку надо объяснить, что нельзя ребенка ударить, что ему надо психологический подход. Я слышал лекции многих учителей в школах, и я видел 2-3 человек. Честно говоря, я бы удивился. Потому что так бы, наверное, ей хотелось подойти и стукнуть этого ученика. Она умела объяснить. Ее слышали, то есть это психологический подход. И вот наши бенефициары, которые слушают эти лекции, конференции, принимают участие в семинарах, читают наши буклеты, они видят, что появился новый подход. Вы знаете, почему я назвал 10 лет? То есть должно появиться поколение, которое знает, что не должно обидеть своих детей. Через 10 лет у них будут свои дети, не свои семьи. Что муж не должен ударить жену, он не должен обидеть своих родителей. Ведь есть такой момент, который предусмотрен тоже в той же Стамбульской конвенции. Это и пожилые люди, это старики, это против насилия против всех. Ну, давайте вспомним, Лев Толстой, не помню название рассказа, у него есть маленький рассказик, когда родители приходят и видят, ребенок делает из дерева какую-то там лоханку. Они говорят, что ты делаешь? Ну, они говорят, вот я вырасту, вы станете стариками, я буду вас кормить так, как вы кормите бабушку и дедушку. То есть, если ребенок видит насилие по отношению к старшим, повторит ли он это к своим родителям? Если он столкнулся с насилием со стороны родителей, которые превосходят некую норму, да, сегодня нормы нет. Но если это грубые факты, которые... А что он будет делать, когда родители будут пожилые? Простите, когда мы читаем, что там у женщины где-то на севере 8 детей, она там голодает. А что ты делала с этими детьми, когда она была детьми? Что не могут тебе помочь. Это огромная помощь приходит и от гастарбайтеров. То есть, понимаете, это идет связь поколений. Как старшее вело к тем, которые сегодня родители, как родители ведут детьми, как ведет себя муж и жена, как они ведут себя при детях, друг с другом. Ведь это все имеет то, что передается. И вот если хоть 30% тех, кто слушает наши лекции, кто участвует в наших семинарах,
они это поймут, то каждый шаг... Это же не все люди, которые у нас сейчас молодое поколение, юное поколение, которые должны это понять. Ну, старшее поколение... Я могу быть неправ, Светлана Евгеньевна, когда изменит мои слова, старшее поколение понимает, стукну, посажу в тюрьму, да черт с тобой, не буду тебя трогать. Потому что здесь действует принцип, да, в какой-то мере угроз. Да, агрессор ответит, надо еще думать, куда его деть, чтобы не замерзнуть. Окей, но старшее поколение считает, оно как бы понимает, что все, не могу стукнуть чашкой по голове. Ну что делать? Потерплю, выйду, кину в какой-нибудь куст. А молодое поколение должно развить новое миросозерцание, должно быть новое понятие, новое отношение, понять взаимное это уважение. Когда они не просто любят друг друга, а понимают друг друга. Чтобы исчезло выражение «пьет, значит любит». И вот поэтому огромное значение имеет то, как молодые бенефициары воспринимают это все. Я не говорю, что 100% важно не только об этом думать, все понятно, но когда я вижу, что 30, 40, иногда 50 и более процентов не просто слушают, я вижу их глаза, я слышу их вопросы, я знаю, что они хотят подойти, и я стараюсь отойти, чтобы никто не видел, они хотят сказать, спросить. Но опять до них еще не дошло понятие конфиденциальности. Они спрашивают, какие вопросы. Да, они хотят это узнать. То есть их движение вперед. Поэтому назвал 10 лет. Пусть будет больше, я не против. Но когда возникнет то поколение, которое будет понимать, что насилие неприемлемо, не будет принимать его, и когда по отношению к их детям это станет вопрос, который не то что не существует, но вопрос, который стал третьестепенным, вот тогда получится, что это будет положительный результат. А сегодня опять-таки, ну хорошо, мы охватываем сотни людей, но и же тысячи и десятки тысяч. Сколько у нас молодежи приблизительно? Ой, это, по-моему, порядка 600 тысяч человек, если брать от 15 до 25. Цифры просто меняются, молодежь не остается, она уезжает, но это уже другой вопрос. И тогда мы должны создать этот штамп, этот не штамп, эту ступень, чтобы молодежь сделала этот шаг вперед и поняла, им это интересно. Ну, давайте говорить так. Опять-таки, если брать статистику Молдовы, то большая половина этих детей столкнулась с каким-то видом насилия. С каким-то. Опять-таки, я вижу, как они смотрят, они что-то вспоминают. И то, что неприятно, не вспоминают, не будут говорить, они видят, что появился механизм. И этот механизм это дает возможность решить. Поэтому Стамбульская конвенция имеет огромное значение, потому что, да, и тот закон, который был в 2007 принят, и даже тот закон, который был в Молдове в 2017, он не отвечал на эти вопросы и не ставил как бы точки над «и». Должна быть помощь какая-то. На сегодня вы видите, как рассказывают, что должно быть в течение 24 часов помощь полицейского, в течение 72 часов решения, что рассматривается вопрос, как быстро будет сделано одно другое. То есть все это перешло на новый уровень. И все это благодаря Стамбульской конвенции. А люди, они многие не знают. Многие не знают, многие относятся к отрицательно, в прессе не всегда пишут правдивую информацию. Многие боятся, да? Боятся, не понимают, ее надо прочитать. Да хотя бы 2 раза ее надо прочитать, все эти 77 пунктов, чтобы понять, что она дает. Раз, что она дает для Молдовы, специфика нашей республики. А может быть и специфика той же Гагаузии, где опять-таки свои традиции, свои обычаи, то, что столетиями развивалось и прочее, то, что было здесь и так далее, что оно дает. Но наши жители, особенно в селах, вряд ли прочитают Стамбульскую конвенцию, поэтому очень пусть важно, им расскажут их дети, пусть им расскажут ученики. Я понимаю, что они это читать не будут. Но если один из этих учеников придет в село и расскажет своим родителям, знаете, что это такое? Есть мои права, или наоборот, есть их права, или наоборот, есть права их дедушки, чтобы он не ел в сарае, не помню из чего. Понимаете, это да, пусть начинается с первых шагов. Не решается это за месяц, за год, за 2. Ну, конечно. Это должно развиваться, это поколение.
Потому что когда будет это мирное взаимоотношение, если можно такое сказать, мирное сосуществование. И смотрите, случаев огромное количество увеличилось во время ковида. Почему? Они не развязывают агрессию, насколько я знаю. Потому что вдруг оказалось, что многие люди, я говорю о городах, я понимаю, это не в селах, должны были находиться дома, работать из дому, работать, находиться вместе. То есть он проводит 8 часов, ухожу, проходит моя работа, решаю проблему, прихожу, говорю: здравствуй, дорогая, вот тут и сын подпишет. А тут они сидят вместе, даже если у них каждый своя комната, даже если у них 2 компьютера. И вдруг оказалось, что когда видишь эти утром и вечером, выпил кофе, рассказал что-то, это одно, а когда ты находишься 24 часа вместе. Я знаю, что во многих странах, опять-таки, если этот скачок именно в Молдове, я не видел статистики. Но то, что во многих странах во время ковида резко выросло семейное насилие, по-моему, в Израиле даже где-то писали как анекдот: вы это специально сделали, чтобы подсунуть мне моего ребенка. Да, они его любят, но он сидит целый день. Он должен писать уроки, как ему охота писать уроки за компьютером, наверное, все из вас прекрасно понимают. И опять они находятся вместе. И резко произошел скачок других отношений. Я знаю, что во многих странах, насколько я помню, во Франции и в Испании резко увеличилось количество разводов. Потому что люди вместе должны были быть там очень строго, не выходить какое-то время, работать из дома. Когда это было? Ну окей, это один шанс. А другой — это все-таки, что Европа идет к этому пониманию. Да, наверное, где-то с 2010 года, когда была первая попытка собрать в сети, что-то написать. Вообще первая попытка, насколько я помню, это 90-е годы, когда еще не было слова «Стамбульская конвенция», когда поняли тот момент, что надо понять, как избавиться от насилия. В конце концов, это все началось в начале века. Но вспомните конец 19-го, начало 20 века, когда был первый шаг сделан о том, что женщины получили право голосовать. Как женщины голосуют? Да зачем ей голосовать? Когда появились женские первые партии, когда начало твориться этот период после Первой мировой войны, когда только вдруг в 50-м году задумались, вообще-то надо как-то законодательно это укрепить. Не прошло и 40 лет, как начали думать, что нужна какая-то конвенция. И потребовалось еще 27 лет в 17 году, когда она... В 17 году она была подписана, насколько помню, впервые. В 11? Принято в 11. В 11 принято, и в 17 подписали первая группа стран, когда она уже стала называться конвенция. То есть сколько лет прошло, когда хотя бы поняли, что не надо, насилие должно исчезнуть как что-то антикварное. Оно же было всегда. Да возьмите любые сказки, легенды, возьмите истории, возьмите даже Троянскую войну. Ой, страшно Если только вспомнить, почему она произошла с точки зрения, извиняюсь, Стамбульской конвенции, потому что 12-летнюю Юлиану Прекрасную украл старый козел Кисей и, вероятнее всего, изнасиловал. И после этого у него психикой произошло то, что потом привело к этим конфликтам. Опять-таки, я не делаю параллели. Но если брать исторически, это было всегда насилие над детьми, насилие над женщинами. Опять прочтите историю, прочтите легенды и прочее. И должно было пройти почти 2000 лет, чтобы люди задумались о том, что должны быть права. Право выбора, право детей, право воспитания, право требования не выбрасывать детей, требования соблюдать права женщин. И постепенно, уже после 2000 года пришли к выводу о том, что должна быть создана конвенция для стран Европы хотя бы. И что в Европе надо соблюдать эти права. И что в Европе надо добиваться того, чтобы семья была нормальным инструментом. Чтобы дети понимали, что нет насилия. Да, наверное, трудно переубедить. Но есть такие возможности. Это действие. Знаю рассказы моих молодых друзей из Франции, Германии, Италии и так далее. Они не считают возможным, я не знаю, поставить в угол, стукнуть, что-то сделать. Они это убеждают. Это тяжело. Да, должна быть психологическая подготовка. Мы думаем о том, что должна быть психологическая консультация.
Это очень важный вопрос, психология, чтобы человек это понял. Это очень вопрос, чтобы дети это поняли, и чтобы дети начали знать, что это необходимо. По этому пути институт гравитата идет на протяжении многих лет. Когда это только начиналось, когда это еще не было известно, мы писали об этом сборники, конференции, выступления, передачи и так далее, мы начинали делать этот первый шаг. И сегодня, когда наконец-то в Молдове принята эта конвенция, ратифицирована, то она признана здесь, что очень важно, она признана как документом. И она разъясняет каждый шаг жертвы, она разъясняет каждый шаг, что нужно делать. Да, это не так легко, как это сделать в мэрии города, какой-то маленький городок. Вот у него только эти проблемы, он должен понимать, что это важная проблема. Да, есть проблемы, электричество, свет, газ, экономические, да. Но это тоже важная проблема, потому что если жители этого маленького городка, или же называют, мне очень нравится название одного молдавского села Роспопены. Да, она имеет даже историю, даже нашел историю за последние 200-250 лет. Но даже если там, в этом малюсеньком селе, заброшенном, не каждый найдет название и найдет на карте. Даже если там дойдет, что, ребята, надо жить дружно. Ну, помните, кот Леопольд, ребята, давайте жить дружно. А может быть, это и есть основа Стамбульской конвенции, ребята, давайте жить дружно. И Гравитата делает все, чтобы сделать несколько шагов. Да, не только мы делаем, таки слава Богу. Сколько у нас молодежи, городов, регионов. Если каждый сделает этот шаг по одному маленькому шагу вперед, то я надеюсь, что через 10 лет это станет как некой сказкой вопросы о насилии в семье, что там какой-то, не знаю, ударил свою жену. Агрессор есть, да? И что есть агрессоры, что могут из-за этого этот случай будут в 10 раз меньше. И уже будет прекрасно. Да, ну вот страх, да, это основная причина, из-за чего женщины вот боятся все-таки обращаться в полицию или в центры. Вот страх перед обществом, страх перед коллегами, да, вот как женщине или жертве, скажем, перебороть вот этот страх. Это есть сегодня, и мы об этом не можем не говорить. Пункт, я извиняюсь, это пункт, вы должны ответить. Это, на мой взгляд, это очень... Я извиняюсь, Светлана. 30 секунд. На мой взгляд, основной пункт, то, что я называл из 3 пунктов конвенции, да, то, что должны принять, вовремя рассмотреть и прочее, это конфиденциальность. Есть 2 вида страха. Первый, если Паську посадят, что я буду делать? Да. Это экономически, о котором рассказывала Светлана, о том, что есть законодательство, должно быть законодательство, что ей дадут, куда она поедет, в Кишинев или в Кирсов. Кирсово, насколько я знаю, тоже есть центр, где могут жертвы насилия находиться. Или посадят, но потом муж вернется. Да. Во-первых, он вернется и точно голову открутит. Может быть. А во-вторых, а что он будет делать? Как он был, насколько хороший или насколько плохой, или уже выдержать невозможно ни ей, ни детям. А второй очень важный принцип – это конфиденциальность. Чтобы не в этом маленьком городке, поселке, не улице, об этом никто или максимально никто не знал. Чтобы не показывали на нее пальцем. А, ты знаешь, что это? Машка пусть будет, с потолка беру имя. Это так, что своего мужа посадила. Какой ответ последует на это? Вот, дальше не продолжаю. Да, Светлана Андреевна. Да, я бы хотела сказать, что почему мы говорим об активности общества, потому что ведь сейчас не обязательно ждать, пока жертва созреет и сможет понять, что в ее семье происходит насилие. Смотрите, все те активные органы власти, и в том числе общество, обязаны заявить о том, что есть подозрение на случай насилия. То есть ребенок приходит в школу, в детский садик с явными признаками насилия. То есть это могут быть синяки, это могут быть какие-то явные изменения в поведении. Повод задуматься, повод, скажем так, уточнить, в чем причина. Жертва приходит в медицинское учреждение, жалуется на то, что она якобы ударилась о косяк. Это повод для медика задуматься и сообщить, опять же, службы, которые здесь обязаны. Не то, что сообщить прямо,
а заполняется специальная карточка уведомления. То есть все абсолютно структуры, которые я сейчас перечисляю, они обязаны сразу же подключаться к разрешению этого вопроса. То есть мы не будем сидеть, я имею в виду что мы не сидим и не ждем, пока нужно прийти на похороны и съесть калач. Утрирую, но, к сожалению, это так. То есть общество именно обязано предотвращать вот эти, в том числе летальные исходы, которые, к сожалению, бывают у нас в Республике Молдова. Тот же примар, тот же социальный ассистент, которые обязаны знать практически то, что происходит в семьях риска. И, кстати, ведь насилие не только в семьях риска, как это принято почему-то считать, а с насилием в семье сталкиваются очень даже благополучные с экономической точки зрения семьи. То есть и там это, скажем так, сегодня реальная вещь, скажем так, в различных абсолютно семьях, в различных по уровню образования, по уровню культуры, национальности и так далее, везде эти случаи возможны. Поэтому еще раз повторяю, что общество не сидит и не ждет, а активно вмешивается тогда, когда есть случай насилия. То есть, поэтому и страха сегодня все меньше и меньше именно исходя из информирования. Почему? Потому что практически где-то в какой-то степени стимулируют активность самой жертвы. Почему? Потому что если раньше, допустим, это только сотрудник полиции сразу же писал заявление, жертва забирала, если где-то боялась, где-то не доверяла, где-то еще что-то, примирилась якобы, то на сегодняшний день эта жертва подает, если она в нормальном физическом состоянии, жертва подает, то есть она уже стремится к чему-то, ей оказывается весь тот комплекс юридической, психологической помощи для того, чтобы она оценила, что с ней происходит, каковы дальше ее действия будут. Поэтому вот эти виды помощи, они как раз-то и помогают либо сохранить семью там, где это возможно, либо, в конце концов, дальше идти. Даже маленький такой нюанс, когда мы говорим об изменениях в плане семейного представления и так далее. Насколько он, скажем так, прогрессивен, наверное, каждый. Я не буду давать оценки, да, насколько это хорошо или плохо. Мне кажется, есть плюсы и минусы в каждой из этих ситуаций. Допустим, если еще лет 40 назад рождался ребенок вне брака, то это было очень плохо, это было осуждение 100%. То на сегодняшний день, к сожалению, это, я не скажу, что это нормальная вещь, но тем не менее, это уже реальность. Это уже реальность, и никто уже не крутит пальцем у виска. Вот, наверное, так. Поэтому изменения в обществе, может быть, и не глобальные, но они достаточно серьезные и заметные. И в том числе и здесь. То есть нам просто прививается мысль, коренная мысль, что мы можем жить, и мы можем жить без насилия, просто-напросто взаимно уважая друг друга и разрешая те или иные конфликты, которые тоже абсолютно нормальны, мирно, с уважением друг друга. Вот если это на, скажем так, уже уровне даже бессознательного останется, то тогда, наверное, мы добьемся той цели, которая стоит перед обществом. Знаете, Светлана, я извиняюсь, можно задать вопрос? Да, конечно. А как вы считаете, как юрист и как человек, насколько корректно, когда ребенок пришел с синяком под глазом, сразу искать его родителей? Может, он действительно получил мячом во время футбола, во время бадминтона, может, он упал? И вдруг нормальную семью заявятся и скажут, я знаю, что такое было в некоторых странах, мы подозреваем, что вы ударили своего ребенка в глаз, он специально говорит о том, что он там упал. Никто и не говорит о том, что в обязательном плане есть сразу подозрение о родителях. Нет, каждый случай, естественно, должна просто-напросто выяснить, что действительно произошло. Ведь точно так же, извините, родители могут обвинить школу, после которой ребенок пришел с синяком под неважно где. Да? Сегодня это, то есть, поэтому у нас всегда действует комплекс различных мер. То есть мы просто-напросто должны знать, что произошло конкретно с тем или иным ребенком. И это нормально в каком плане? В плане того, что, еще раз ключевое, предупреждение. Чтобы, не дай бог, что-то не произошло. К сожалению,
Что так, скажем так, у нас были факты и того, что ребенок долгое время скрывал, а учителя делали вид, что это нормально. Ребенка нет в школе очень-очень долго, а никто не начинает процесс поиска этого ребенка, почему он не ходит в школу, и в том числе вплоть до привлечения родителей к ответственности за то, что ребенка нет в школе. Почему? Потому что мы должны действовать по правилам обязательного обучения. Без проблем. Ребенок болеет, есть документы, подтверждающие, все об этом прекрасно знают и понимают. То есть я имею в виду не быть равнодушными. Вот это, наверное, да. Вот это более главное. Как провести эту психологическую не грань, будет вам конкретно, четко никогда в законодательстве установлено, что вот от сих до сих вы действуете так, а от сих до сих вот так вот. Почему? Потому что это все сугубо все индивидуально. То есть это разрешение конкретного вопроса, конкретной ситуации. Вот для нас это должно быть, наверное, главным и актуальным. То есть просто-напросто быть внимательным, что происходит. Для этого я как раз и говорю, что у нас должны быть развиты институты психологической помощи и всех остальных социальной помощи, которые должны работать. Естественно, что это сегодня очень трудно. Когда я говорю обо всех этих механизмах, я говорю о том, что это на сегодняшний день, да, создано по большей части где-то на бумаге нормально, где-то на практике даже нормально, но в большей части населенных пунктов у нас еще есть проблемы. Действительно, мы еще не можем создать настолько четко работающий часовой прям механизм в этой области, чтобы человек прям по часам четко, допустим, услышал, сразу в течение 24 часов мы живем дружненько и больше ничего такого нет. Естественно, что очень много здесь еще проблем. Очень много над чем нужно работать. Вот над этой согласованностью действий, над внимательностью и так далее. Но, опять же, есть реальные примеры, что это получается при том, когда есть желание и когда есть понимание, что так должно быть. Я благодарю вас за дискуссию, за сегодняшнюю нашу передачу. Напомню, что говорили мы сегодня о Стамбульской конвенции, о правах женщин, о насилии в семье. С гостями в студии Светлана Миронова, начальник представительства Офиса народного адвоката Гагаузии. Светлана Андреевна, спасибо вам за участие. С Еленой Савиной, директором Национального института женщин равноправия. Спасибо, Елена, что приняли участие. И Евгением Брик, доктор наук, специалист и эксперт по правам человека, социологии, межэтническим отношениям. Спасибо вам, Евгений Павлович, что приехали сегодня в Гагаузии, приняли в нашей программе. Программу провела Елизавета Ротарь. До встречи в эфире.